И снова настал новый день, 26 июня на календаре, день недели, четверг. И мы, Катерина Винокурова и Евгений Никифоров, очень рады просыпаться вместе с вами этим днем, этим утром. Доброе утро, друзья! Доброе утро, уважаемые телезрители! Уверены, что наш сегодняшний прямой эфир сделает ваш день еще более насыщенным, позитивным и прекрасным. Ну что нас сегодня ждет, да? Мы узнаем, какими же качествами должны обладать претенденты, чтобы служить в рядах Росгвардии. Узнаем о киноновинках, которые стартуют в этот день, с этого четверга. Также, что у нас еще было? Что-то у нас про животных, про собак. Как же без любимцев наших Как четвероногих? ухаживать, да, за ними. Ну и еще всего. У нас будут интересные гости, которые сегодня к нам придут, и мы с ними пообщаемся на очень актуальные темы. А самая актуальная тема на сегодня, на утро, как всегда, прогноз погоды. Что же ждет сегодняшним днем нас? Давайте узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 17-24 градуса тепла. В Заречной группе 19-24, в Южных 20-28, в Вилюйской группе 17-24, в Нижнеленских 14-22 градуса, в Западных 19 и уже плюс 30. В Колыме-Дигирской группе от 5 до 15 градусов, в Янских от 8 до 16, на северо-западе от 4 до 15 градусов тепла. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила плюс 14. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают снова солнечный день. Очень надеемся, что без дождя. Ветер также северный, подует со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем в Якутске составит 18-24 градуса тепла. Пока еще не совсем понятно, летняя это погода или нет, но мы уверены, что у погоды нет плохой погоды, и каждая погода хороша, за исключением некоторых интересных погодных явлений. Вот, например, в Индонезии на землю в прямом смысле упал кусочек неба, прямо как в мультфильме «Цыпленок Цыпа». Явление с первого взгляда выглядит нарисованным, но оно имеет научное обоснование. Очевидцами необычного природного явления стали местные рабочие, которые бросились снимать происходящее на смартфоны. Однако через несколько минут облако рассеялось. На ролике видно, что некоторым удалось потрогать его. Причиной такого падения неба стал завод, расположенный рядом. Предположительно, за счет его выбросов в воздух в густом облаке скопилась влага. Из-за высокого атмосферного давления и сильной влажности она не успела вылиться в виде дождя, поэтому туча стала стремительно приближаться к земле. Такое интересное явление. Знаешь? Интересное явление. Если оно смотрится на экране так необычно, то как же здорово было его наблюдать вживую. Явления бывают разные, необычные, волшебные, но самые стандартные, классические, новостные, актуальные явления расскажут наши коллеги из службы новостей. Доброе утро! С вами Марфирина Алексеева. Я озвучу актуальные новости к этому часу. Путин поручил изучать идеи бизнеса России о порядке возвращения зарубежных брендов. До 1 июля текущего года правительство страны должно рассмотреть предложения отечественных деловых кругов об условиях возвращения иностранных компаний в Россию. Поручение дано по итогам встречи президента с деловой Россией, которая состоялась в мае. Тогда, во время общения с предпринимателями, Владимир Путин заявил, что, прорабатывая условия возвращения в Россию зарубежных брендов, нужно учитывать поведение наших партнеров в предыдущие 3 года, а также смотреть, как это будет отражаться на рынке. В Якутске прошло заседание научно-технического совета Ленского бассейнового водного управления, в рамках которого обсудили вопросы, касающиеся водных ресурсов региона. Одним из ключевых моментов стала корректировка расположения мест ослабления льда на реке Лена, вызванная строительством нового моста. Участники также рассмотрели новые проекты по предотвращению ледовых заторов на реках Лена, Вилюй и Колыма. Кроме того, по итогам весеннего половодья было принято решение о реализации дополнительных мер по защите от наводнений, включающее зачернение льда на площади 149 гектаров. И сегодня на НТС наши
предложения, которые мы будем озвучивать по новым мероприятиям, должны рассмотреть наши ученые, наши специалисты с Якутского ГУМС, со всех смешанных организаций с правительства Республики Саха-Якутия. К этому мы шли очень долго, потому что имеем уже большой фактический практический опыт по проведению данных мероприятий. ЕГЭ по истории могут начать проводить в отдельный день, если число сдающих этот предмет значительно увеличится. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора. Сейчас экзамен по истории сдают в один день с экзаменами по литературе и географии. Ранее Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории стал обязательным для выпускников, которые в дальнейшем планируют поступить на гуманитарные и социально-экономические специальности. В Якутске открылась выставка «Эхо войны», посвященная 80-летию Победы, а также Дню памяти и скорби. На площадке представлено более 100 репродукций военных картин. Основной композицией стала коллекция заслуженного работника культуры, ветерана тыла и труда Семена Телье-Иванова. Этнограф и краевед, занимающийся коллекционированием более 50 лет. Собрание репродукций многократно выставлялось в различных залах, напоминая о подвиге советского народа. Экспозиция будет открыта для посещения с 25 июня по 2 июля в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Ну, с Семеном Викторовичем Телье мы работаем давно. У нас есть совместные проекты с 90-х годов. И давая дань уважения нашему коллеге, нашему исследователю народного прикладного искусства, мы вот организовали его, коллекцию, именно репродукцию на тему Великой Отечественной войны, называется «Эхо войны». Надеемся, что посетителей будет много. Доброе утро, мы продолжаем. Для кого-то летняя пора – это повод немного расслабиться, перейти на облегченный режим работы и наслаждаться прекрасным временем года. Но есть службы, для которых этот период становится режимом повышенной готовности и внимательности. Такой службой является наша Национальная гвардия. О том, как проходят будни Федеральной службы войск Национальной гвардии в летний период, расскажет наш сегодняшний гость, полицейский первого взвода 2-й роты батальона полиции Якутского отделения вневедомственной охраны Росгвардии, младший сержант полиции Дмитрий Захаров. Доброе утро, здравия желаем. Здравия желаю. Доброе утро. Спасибо. Дмитрий, расскажите, сколько вы уже служите и чем занимаетесь? Спасибо за приглашение. Я работаю в Росгвардии примерно 6 месяцев. Также я участник специальной военной операции, ветеран боевых действий и сотрудник, конечно же, Росгвардии. Ну, уже уважаемый человек, да? Ага. Как вообще проходит обычный день, как он выглядит, человек, который служит в Росгвардии? Так, у нас утреннее построение начинается с 8 утра, то есть каждый день сотрудники заступают в наряд. Это группа задержания, также сотрудники, которые заступают в наряд по безопасности, то есть в охраняемых объектах. Перед тем, как заступать, нас, конечно же, спрашивают о знании федеральных законов, это 226-й, федеральный закон Росгвардии, Национальной гвардии и 505-й приказ. Также мы показываем боевые приемы, то есть каждый сотрудник показывает боевые приемы. А что вас заставило прийти именно сюда? После СВО как-то хотелось бы помогать общественному порядку, соблюдать и так далее, чтобы было все безопаснее в городе, в своем родном городе. Безопасность, она осуществляется именно за счет патрулирования. Автопатруль, мы знаем, да, что вы именно в нем служите. Расскажите, в чем основные задачи именно автопатруля вневедомственной охраны? Автопатруль, группа задержания, это, получается, сотрудники, которые выезжают во время, допустим, тревоги. То есть, когда люди нуждаются в какой-то тревоге, по вызову и так далее. То есть это сейчас в последнее время, это летнее время, много происшествий случается, то есть и кражи и так далее, разбои бывают тоже. То есть это самые частые случаи, да? Да. Жаркая пора, так сказать, для сотрудников. А чаще всего ситуации какие все-таки во время патрулирования возникают? Что наиболее актуально? Сейчас то, что летнее время, людей, соответственно, много очень. Поэтому обычно это время происходит, когда вечернее время это происходит.
там грабежи, разбои, да, там бывают такие моменты. Также пропадают у нас без вести пропавшие люди тоже. В основном это люди, которые, дети, то есть несовершеннолетние. Зачастую уходят из дома, вот, и мы как бы, ну, нам сигнал подают, и мы работаем. Ну, то есть дети, они все-таки больше во время этого летнего периода находятся Да, на улице, да, и да, часто да, вызовы да. с ними связаны. Понятно. Насколько это вообще рутинная работа? Ну, так скажем, это в зависимости от ситуации. То есть бывает у нас проверки документов, то же самое, да, там бывают боевые приемы показываем, то есть полноценная подготовка. Вот, и как бы, ну, так скажем, 80/20. То есть 80%, конечно же, тоже экшен происходит. Экшен, да. Ну, наверное, чем меньше экшена, тем Да, все-таки да, спокойнее и спокойнее, вам, конечно. и населению. А вот о качествах. Какие качества все-таки, на ваш взгляд, нужны для работы? Ну, это стрессоустойчивость, это, во-первых, главная мотивация, тоже физическая подготовка. Ну, вот стрессоустойчивость, мне кажется, больше всего. Потому что Какие-то элементы психологии, Да, наверное, тоже нужно да, применять, конечно, потому что да. общение с людьми. Да. Знание тоже, конечно, федеральных законов. То есть, если по законам не работать, ну, это не сотрудники, считай. Дмитрий, со скольки лет можно молодым людям вступить? Ну, Или- вот после армии, вот с 19 лет, с 20 лет, вот примерно плюс-минус где-то так. Насколько активно вообще молодые люди идут? Ну, у нас сотрудников очень много молодых сотрудников, начиная там тоже от 19, 20, от 20 лет, которые пришли после армии, решили устроиться в нашу вот, национальную гвардию. Могут ли девушки? Так точно тоже у нас девушки Хороший тоже у нас вопрос, есть. да. Молодые девушки тоже у нас есть, тоже работают, все вместе, коллектив хороший. Молодцы какие. Здорово, да, замечательный рассказ. В целом все понятно про будни сотрудников Росгвардии. Хочется пожелать, чтобы у вас было меньше экшена, меньше таких происшествий, и спасибо. мы знали, что мы под надежной защитой, под надежной охраной таких прекрасных людей, которые помогают во всем и всегда. Ну, Дмитрий, ваши пожелания, да, будущим вашим коллегам, возможно, можете обратиться. Ну вот, я хочу сказать то, что работа, конечно, очень сложная тоже бывает, да, порой. Поэтому главная мотивация, если люди хотят, допустим, сотрудники, ну, устроиться, точнее, на работу, если хотят помогать людям, то почему бы и нет. Вот. Дмитрий, огромное вам спасибо за участие в Спасибо. нашем Прекрасно. эфире. Спасибо. Спасибо вам Спасибо за службу. большое. Ну и, как мы сказали, чтобы служить в Росгвардии, важна хорошая физическая подготовка, ведь она играет ключевую роль в успешном выполнении профессионального дела. А наша утренняя зарядка будет полезна всем без исключения. Сегодня я вам покажу комплекс упражнений, который поможет нашей пояснице. Первое упражнение – это наклоны вперед. Сегодня у нас нет опоры, поэтому мы оттягиваем наш тазобедренный сустав назад в наклоне. Раз, не глубоко, 2, 3, 4, 5. Переходим на следующее упражнение. Ставим ножку перед собой на пяточку. И также отводим таз назад. Тянем пяточку. Раз, 2, 3, 4, 5. Поменяли ногу. Раз, 2, 3, 4, 5. Обязательно ставим на пяточку. Следующее упражнение будет вот с помощью такого спортивного инвентаря валик. Если у вас нету дома валика, можно взять полотенце и свернуть его в тугой жгут. Валик мы распределили под поясницу или полотенчика наше, которое у вас есть. Берем нашу одну ногу и подтягиваем к груди. 10 повторений каждую ногу. 2, 3. Чувствуем, как тянется наша поясничка. 4, 5, 6, 7, 8,
9, выдох, 10. Поменяли ногу. И раз, выдох, вдох поставили. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь также наши ножки согнуты, и мы 2 ноги подтягиваем к себе на счет 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Обратим внимание, что поднятие с валика надо сначала сбоку. Поднимаемся легко, это для вашей безопасности. А утренняя зарядка – это прекрасный способ зарядить себя энергией, бодростью на целый день. А чтобы вывести вашу гибкость и силу на совершенно новый фантастический уровень, поможет йога. Она хорошо помогает не только в развитии физического, но и эмоционального здоровья. Во Владивостоке прошел уже 11-й Международный день йоги. Организаторами выступили Генеральное консульство Индии. Мероприятие провели традиционно в спорткомплексе «Чемпион». Подробнее об этом в материале Лианы Михайловой. Общественная йога в городе стремительно набирает популярности. В этом году на занятия пришло около 200 человек. Тема празднования звучит как йога для единства и всеобщего здоровья. В программе были представлены демонстрации асан, пранаямы, дыхательные упражнения и медитации, проводимые опытным преподавателем, а также ознакомление участников с анатомией движений. So yoga is a practice, is a lifestyle. Йога — это практика, это образ жизни, который был частью нашей древней традиции, и он достиг разных уголков мира. И вы можете увидеть это во Владивостоке, а также в Якутии. И это особый день, посвященный тому факту, что она распространилась по всему миру. На празднование были приглашены лучшие преподаватели йоги города, каждый из которых посвятил этому делу всю свою жизнь и с удовольствием знакомил новичков с этой практикой. Специалисты уверены, что успех в йоге зависит от постоянной практики и выбора квалифицированного наставника. Я вела пранаяму. Пранаяма – это очень важная часть практики йоги. Пранаяма позволяет продвинуться на пути к медитации. То есть это одна из ступеней на пути к медитации. Укрепляет наше физическое тело и психоэмоциональное тело. Помогает справляться со стрессом, со многими болезнями респираторными, и бронхолегочными, и болезнями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Очень много, большой пул практик у йоги. Кроме преподавателей, в программе участвовали специалисты, которые провели мастер-классы по йогическим упражнениям. Любители имели возможность повторять за демонстрацией и освоить новые навыки. Первая практика прошла довольно-таки успешно, очень хорошо, я доволен своим выступлением. Было очень волнительно, я выступал впервые, был сильный мандраж, но мне успокоиться помогла вода, как хорошо, что она здесь была на мероприятии, и помогла практика дыхания. Она успокоила, заземлила, в целом вот так. У меня сегодня была комбинация на 8 минут, я показывал комбинации, асаны в йоге, перевернутые позиции, стойки на руках, стойки на голове, мосты, выходы из мостов. Так прошел День йоги во Владивостоке, собравший представителей различных национальностей, включая гостей из Якутии. Подобные мероприятия будут продолжать развиваться и улучшаться в будущем. Лиана Михайлова, Владивосток.
Жень, ну спортом ведь занимаются не только люди, ты знаешь, это, наверное, многие животные занимаются. Да, на самом деле это не редкость. Есть ведь скачки, конный спорт, гонки на собачьих упряжках. Много чего делают, достигают в спорте животные. Да, и вот совсем, я думаю, не обязательно, да, подниматься до пьедестала каких-то крупных событий, турниров, ну, если нет конкретно такой цели, да? Цель идти к победе. Да, на самом деле для многих животных, к собакам, например, это относится, им важно просто проводить время с хозяевами, побегать, порезвиться, поиграть, чтобы их просто вышли, выгулили на улице в 6 утра. Но чтобы эти животные, собаки и другие как можно меньше хворали, нужно придерживаться полезных советов. И они как раз в нашей рубрике. Доброе утро, меня зовут Татьяна, я являюсь грумером студии груминга «Дамба». Сегодня мы поговорим о причинах возникновения перхоти у питомца. Чрезмерная сухость кожного покрова вызывает перхоть. Если это связано с изменением температурного режима, проблема решается очень просто – вычесыванием и мытьем. Также к перхоти приводит несбалансированное кормление, переедание, вредные продукты, дешевые корма приводят к чрезмерной выработке кожного сала, и тогда получается жирная перхоть. Пищевые аллергии, которые очень часто сейчас у домашних животных, они также вырабатывают перхоть. С пищевыми аллергиями это обязательно обращаемся к ветеринарным врачам и решаем, потому что они могут приводить к серьезным дерматитам. Также перхоть бывает при линьке. В период линьки собака чешется, это кожный покров раздражается и приводит к перхоти. Этот вопрос решается очень просто. Собачку нужно вычесать, вымыть, высушить, и вы лишитесь перхоти в доме. Очень сильно собаки линяют при стрессе. Особенно это заметно на гладкошерстных и короткошерстных собаках. Возможно, вы видели. Собака как бы покрывается, как будто бы снег на нее выпал крупными чешуйками перхоти. Это самый простой способ. Убрали стресс, и шерстный покров и кожный восстановился, и перхоти нет. Сухой воздух в помещении. Это только можно решить увлажнителями воздуха, больше никак. У нас, к сожалению, в наших климатических условиях отопление включено 9 месяцев в году временами. И еще одной из причин возникновения перхоти являются паразиты. Волосяные вши, волосоеды. Также раздражается кожа, они живут в кожных покровах, и это приводит к перхоти. Это тоже вопрос решается через ветеринарного врача. На этом по причинам перхоти у нас сегодня все. До свидания, до новых встреч. Ну а каждое утро все мы начинаем с привычной гигиенической процедуры. Чистки зубов, конечно же. 26 июня – день рождения зубной щетки. И мы не задумываемся, как появилась на свет столь привычная для нас вещь. Оказалось, пальма первенства принадлежит находчивым китайцам, которые изначально умудрялись чистить зубы специальными палочками с расщепленными концами. Ну надо же. Но, тем не менее, Русь-матушка также заботилась о красоте зубов своего населения. Здесь использовалась миниатюрная зубная метла для зубов, на которой был предусмотрен пучок щетины. Ну а в современном мире ассортимент зубных щеток только поражает воображение. Интересная дата, а с другими датами этого дня познакомим вас далее. На календаре 26 июня. Сегодня отмечают Международный день в поддержку жертв пыток, День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По народному календарю Акулина-гречихница. Крестьяне на Руси сеяли на Акулину-гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин. Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило. По этому поводу существовали особые поговорки: «Не равна гречиха, не равна и земля. В иную и воз бросишь, да после и зерна не соберешь. Не верь гречихе на цвету, а верь закрому». Этот день в истории. В 1870 году в этот день состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». В 1940 году в СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. В 1945 году в СССР введено звание «Генералиссимус» Советского Союза. В 1954 в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция.
В 2002 году состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел». В этот день родились Уильям Томпсон Кельвин, шотландский ученый-физик; Агриппина Ваганова, русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог; Сергей Обнорский, русский и советский ученый-лингвист, академик; Павел Беляев, советский летчик-космонавт, полковник, Герой Советского Союза; Владимир Мотыль, советский и российский кинорежиссер; Ян Фабрициус, советский военный и партийный деятель, Герой Гражданской войны; Геннадий Зюганов, советский и российский государственный и политический деятель. Именины отмечают Александр, Акулина, Алексей, Андрей, Анна и Пелагея. В июле этого года в Малой академии наук республики пройдут два крупных международных мероприятия. Это Международная олимпиада школьников Туймада по математике, физике, химии, информатике и 6-я международная школьная научная конференция «Конкурс Якутия International Science Fair». События пройдут со 2 по 10 июля 2025 года, и хочется отметить, что Международная олимпиада школьников Туймада будет проводиться уже в 32-й раз. В Олимпиаде примут участие около 70 обучающихся из 10 регионов нашей страны и 4 зарубежных стран. Ну а рассказать об этом масштабном событии к нам в студию пришли ректор Малой академии наук республики, доктор философии, наш постоянный гость Василий Климович Павлов и ученица, участница школьной научной международной конференции Science Fair, это Айлина Колесова. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, да, вот мы упомянули об Олимпиаде Туймада, который имеет международный масштаб. Какое количество участников ожидается в этом Да, году? это такое очень важное, престижное, бутиковое событие, очень известное в мире. Мы 32-й раз проводим. Это первое такое большое мероприятие, которое состоялось тогда 32 года тому назад в нашей стране, постсоветское время, как раз для одаренных детей. Ну, как вы знаете, одаренные дети, одаренность, она никогда не спит, особенно летом очень активно пробуждается, и в это время как раз пора показать себя, да, так сказать. И получается очень интересно, что дети все собираются, но это работа огромная, потому что здесь, естественно, работает большое количество экспертов, это сообщество людей, которые так называемых композиторов, которые составляют задачки, да, их у нас очень много, они каждый раз еще и увеличиваются. Это сотрудники МГУ, Московского госуниверситета, Новосибирского государственного университета, Пензенского, Ярославского, Поволжского, также ИТМО, знаменитых таких центров научных, да, так сказать, и, естественно, нашего Северо-Восточного федерального университета. Также есть у нас много иностранных, значит, участников из IT-компаний, которые раньше были тоже участниками нашей Олимпиады и сейчас стали композиторами сами, то есть создают эти все задачки замечательные, которые у нас уникальные, все люди интересуются этим, особенно в олимпиадном мире, да. В этом году, как вы уже сказали, 70 у нас участников, у нас всегда такое довольно небольшое количество, потому что задачки очень сложные, мы отбираем их, и наши возможности такие, что вот делает бутиковый формат очень таким интересным, да. Мы используем очно-заочный вариант, наши дети якутские там участвуют в 2 командах, это юниоры и так называемые синьоры, да, так сказать, то есть старшая группа, младшая группа, и самое главное, да, так сказать, там большая часть будет проводиться на платформе Moodle, ну, довольно известная платформа, и также у нас будет прокторинг, да, так сказать, то есть видеонаблюдение за тем, как ребята, значит, очень честно делают свои работы. И поэтому я думаю, что это будет супер замечательное мероприятие, которое проводится у нас со 2 по 10, да, начало 3, конец 10, ну и, естественно, значит, 2 дня олимпиадных. Ну, что касается международной, да, конференции международной, Айлина, ты участница в этом году, да? Конференция проводится в 6-й раз. Сейчас мы с Василием Климовичем уже в общих чертах обсудим. Айлина, с каким проектом ты собираешься принимать участие? Поделись, пожалуйста. Мой проект называется «Деминерализация высококонцентрированных растворов методом естественного замораживания». Там мы добавляем дистиллированную воду, соль и замораживаем на улице зимой в Якутске в минус 30, в минус 40. И там дальше уже отделяем лед от воды, и где лед уже получается обессоленным раствором.
Вау. Это вот Это как очень пришла- сложно на самом деле. Да, это как да. пришла идея? Ну, ты с научным руководителем наверняка, да? Научная руководительница Разрабатывала проект. предложила, то есть вот как раз 10 класс, вот предложила вот проект, я приняла его, и вот как раз выступаю уже чуть больше года, наверное, с ним. Вот я хотел сказать, да, такие проекты, они очень сложные на самом-то деле, потому что имеют сложную природу. Это абсолютно квантовая физика на самом-то деле. Казалось да. бы, обычная Казалось вода. бы, простые вещи, да, но как это все происходит, Происходит, это очень да. сложный процесс. И вот как раз Айлина, она супер, у нас одаренный человек, недавно она принимала участие в 14-м кадре, это создание фильмов, она была и режиссером, и актрисой. Она сама в этом деле сейчас очень даже продвигается с большим таким успехом. Какая разносторонняя, талантливая девочка. Да, здорово. Это супер. И вот я хочу сказать, что у нас будет много иностранных участников на этой Science Fair. Всего 270 обучающихся из 11 стран будут. Это Иран, Индия, Монголия, Казахстан, как всегда, да, так сказать, Румыния, Эль-Сальвадор, да, так сказать, такие вот интересные, загадочные для нас страны. Естественно, палестинцы, таджики приедут, да, как раз очно принимать участие. Поэтому для детей это очень интересно. И на самом-то деле во время этого мы также делаем очень интересные такие научные, образовательные, методические конференции. Это Crunch, в котором мы как раз будем обсуждать космическое образование, так называемое. Это инженерия, это все новые методы, которые используются для изучения космоса школьниками. А Елена, ну у тебя дальнейшие какие планы? Далее на лето я собираюсь вот как раз-таки поучаствовать в Science Fair. И дальше уже, наверное, отдыхать. И к августу уже начать готовиться к ЕГЭ. Василий Климович, ну что дает участие ребятам, молодым, да? Вот принимать все участники, да, которые у нас показали себя, они сейчас, многие учатся в очень хороших, знаменитых университетах, уже многие стали научными людьми, да, делают научную работу уже во благо нашей страны, мира, скажем так, да, так сказать, им, чем мы очень рады, да, потому что и при этом получается много у них друзей, связей, потому что все эти конференции, они помогают устанавливать коллаборационные так называемые нетворки, да, так сказать, связи. Но мы желаем всем участникам, да, успешно принять активное участие, да, защитить свои проекты, пойти дальше на еще более высокий уровень. А Элина, тебе дальнейших успехов. Творческих успехов. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо огромное. Спасибо. Прямо даже захотелось вернуться в детство, вернуться в школу, в школьное время, чтобы поучаствовать в таких захватывающих мероприятиях. Кстати, о школах. Выпускные в них уже начинаются. И для старшеклассников это не просто прощание со школой, а волшебный момент, где каждая деталь имеет значение. Особенно наряд. И как же подобрать образ к трогательному и такому важному дню, расскажет Дарья Габышева. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева. Я персональный стилист. Сегодня это рубрика «Рекомендации стилиста». Мы продолжаем с вами тему выпускных. Это очень горячая и важная тема сезона, потому что скоро, совсем скоро, каждая девушка, мама, мальчики, папы, все отправятся на этот замечательный праздник. И главный вопрос – а в чем же мы пойдем? Для того, чтобы у нас были отличные кадры, для того, чтобы чувствовать себя уверенно и поставить красивую жирную точку в финале школьного обучения. И, конечно, важно помнить о наших прекрасных мамах, которые всегда больше всех волнуются и переживают. И, конечно, этот вечер для них также важен. И как выглядеть красиво, сегодня мы как раз об этом и поговорим. Первый вариант, на который бы я рекомендовала обратить внимание, это вот такой красивый атласный жилет с акцентными золотыми пуговицами. Если пуговицы у нас золотые, значит, мы с вами продолжаем подобные аксессуары. Но и также красиво будут смотреться и жемчужные изделия, похожие по оттенку. Например, если атлас у нас больше в такой вот слоновой кости, то пускай жемчуг тоже у нас будет в том же оттенке. Поэтому обязательно соблюдайте вот эти правила, касающиеся украшений, и тогда ваш образ будет максимально гармоничным. Какая бы здесь подошла обувь? Я понимаю, что мамы в этот праздник обычно всегда очень много делают действий и перемещений, поэтому используйте более комфортную обувь. Это могут быть туфли на невысоком каблуке или босоножки на плотном каком-то каблучке, и тогда это будет выглядеть хорошо.
хорошо. А сумку старайтесь брать комфортную и удобную, потому что я знаю, что чаще всего мамы все-таки используют сумки такие, чтобы туда поместить вещи себя и своего ребенка. Это в любом случае будет так. Поэтому сумка здесь, я думаю, может быть любая удобная и комфортная для вас. Не забывайте про укладку обязательно и прекрасное настроение. А следующий наряд, он у нас более такой воздушный, более женственный. Мне очень нравится данная деталь, которая скрывает плечи и закрывает немного руки. Такой запрос очень часто бывает у мам для того, чтобы скорректировать фигуру. Также это платье на корсете сзади. У него прекрасная длина и замечательный желтый оттенок, который сейчас максимально актуальный. Если вы переживаете, скажем так, на тему желтого цвета, такой у нас бывает, я рекомендую также здесь оттенить, возможно, каким-то светлым украшением, для того, чтобы зрительно у вас была линия, которая подсвечивает лицо. Например, опять же, это могут быть жемчужные украшения, это могут быть украшения в золоте, которые идеально подойдут под данный наряд. И в таком платье вы будете выглядеть самой женственной и самой воздушной мамой. Также это отсылка, кстати, к 2000-м, которые как никогда популярны. Попробуйте повторить эту эстетику и вспомнить свою юность. Также сейчас одним из самых горячих трендов и обсуждений в интернете заслуживают данные жакеты. Я специально примерила один из них для того, чтобы показать, как он сидит. Обратите внимание на талию. Здесь у нас идеально она скорректирована. Есть небольшая баска, которая также скрывает нюансы фигуры и корректирует. Зрительно вытягивает силуэт за счет разделительной линии на уровне талии и скрывает рукава за счет объемных рукавчиков здесь. Поэтому в таком жакете каждая девушка будет чувствовать себя очень женственной. Мамочки могут такой жакет использовать в сочетании с свободными летящими брюки палаццо. Также такой жакет будет смотреться хорошо с брюками-дудочками в любом базовом цвете. Могут быть черные, белые или даже шоколадные, что тоже сейчас очень актуально. Поэтому используйте данные жакеты. Я уверена, что он будет вашим любимым в этом сезоне. Поэтому очень рекомендую, попробуйте для себя. Всех поздравляю с завершением учебного года и желаю вам в этот прекрасный день выпускной чувствовать себя неотразимыми. Сделайте как можно больше классных, радостных и счастливых фотографий со своими близкими и друзьями. Используйте, может быть, не один наряд, а сразу два. И не волнуйтесь, платья на праздник можно приобрести даже в повседневных магазинах и интегрировать их в свой гардероб для дальнейшей носки. Это тоже имеет место быть. Всем прекрасного праздника, всем удачи. Пока-пока. Прекрасные советы, прекрасные рекомендации. Вообще выпускной, и не только выпускной, а лето — это прекрасная пора, чтобы порадовать себя и окружающих замечательными красивыми нарядами. Тем более такие актуальные тренды мы сейчас прослушали. А какие актуальные события, даты произошли, события, мероприятия, даты произошли сегодня, узнаем из выпуска новостей. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях к этому часу. Торговые вывески и таблички с надписями в России будут размещаться только на русском языке. Такой закон подписал Владимир Путин. Нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года. Кроме вывесок, документ затрагивает указатели, знаки и информационные таблички. Они должны размещаться в публичных местах лишь на русском языке. Также в законе есть норма, которая касается жилых комплексов и иных зданий. Их названия должны быть выполнены также на русском языке. Минпромторг предложил фиксировать цены на сезонные продукты заранее. Так предложено перейти на долгосрочное ценообразование сезонных товаров для стабилизации цен на продукты питания. Об этом рассказал статс-секретарь замглавы ведомства Роман Чекушев. Он добавил, что Министерство сельского хозяйства поддержало инициативу. Ведущие ученые России и зарубежья обсуждают передовые технологии в медицине. На базе СВФУ проходит вторая всероссийская конференция «Интеграция наук». В эти дни более 100 специалистов рассматривают вопросы радиационной медицины и инновационных подходов в диагностике. Кроме того, будут затронуты вопросы радиобиологии. Всего в программе конференции 8 научных секций. По итогам работы на полях конференции будут заключены соглашения о дальнейшем сотрудничестве с ведущими университетами страны.
По итогам конференции мы хотим, чтобы все наши гости, а также наши сотрудники, во-первых, наладили контакты, да? Во-вторых, когда налаживается контакт, можно уже сказать, это может способствовать развитию кадрового потенциала. Стажировки, аспирантура и так далее, то есть в этом плане. В Якутске завершился заключительный этап подготовки якутских спортсменов к чемпионату России по вольной борьбе. На главном национальном ковре республику представят 37 мужчин и женщин. Они выступят в состязаниях в 14 весовых категориях. В состав сборной вошли ведущие борцы региона, в том числе Лев Павлов, Константин Капрынов, Андрей Медловец, Айсен Потапов и другие. Чемпионат России примет Москва. Схватки начнутся с 27 июня. Итоги турнира будут подведены уже в субботу. Обстановка у нас хорошая, боевая. И уже идет подводка, весогонка. Сегодня вечером уже вылетаем в город Москву. И послезавтра уже бой. Такими были новости этого утра. До новых встреч в эфире. Доброе утро, кто только что к нам присоединился. Женя, я слышала такую новость, буквально вчера прочла, что в скором времени мы сможем прочитать сожженный том Николая Гоголева. Ничего себе. Да, это «Мертвые души», и его напишет, не представляешь, искусственный интеллект, который активно вливается в нашу жизнь, да? Чтобы развивать сюжет героев и писать диалоги, так как это делал великий писатель, нейросеть обучалась на основе его писем, архивных документов и книг, которые он сам же и читал. Это да, во всех областях, даже в книгах, в кино, в обычной жизни искусственный интеллект врывается на первые места. Кстати, сегодня, 26 июня, состоится дебют кинокартины «Чингисхан», которую анонсируют как первую в истории полнометражную ленту, опять-таки целиком созданную искусственным интеллектом. Интересно, правда? Правда, очень интересно. Подробности в нашей афише. Братья мои, облекитесь в доспехи Божьи. Смотрите в кинотеатре «Центральный» хоррор «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом в главных ролях. Церковь готова решиться на священный обряд. Одним прекрасным утром главе сельского прихода Джозефу сообщают пренеприятное известие. Скоро к нему привезут одержимую дьяволом девушку. Священник пытается отказаться от проведения ритуала, но уступает, когда становится ясно, что от него требуется только предоставить помещение для обрядов. А сеансы экзорцизма будет проводить приезжий святой отец Теофил. Как только все действующие лица наконец оказываются в одном месте, выясняется, что не все так просто. Но отказаться уже поздно, и собравшимся остается только одно – спасать невинную душу. Она теперь наша! Ритуал. В кино с 26 июня. История зовет. Полнометражный исторический ИИ-комикс, созданный искусственным интеллектом. «Чингисхан» выходит в широкий прокат. Беда, поднимается вождь. Поднимается гнев. По итогам премьеры в рамках международного фестиваля фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта «Нейромастерс-2025», создатели фильма удостоились награды за вклад и развитие ИИ-кинематографа. История человека тысячелетия и самой большой сухопутной империи. Биография одного из самых известных полководцев в истории, сюжетная основа. Грандиозные баталии, политические интриги, традиции кочевого уклада предстают на экране яркими художественными образами, умело созданными с использованием новейших технологий. О роли личности в истории впервые расскажут не языком школьных сочинений, а языком инноваций. Чингисхан. В кино с 26 июня.
А с 28 июня самых юных зрителей кинотеатр «Центральный» приглашает на новый мультфильм «Элио» от легендарной студии Pixar. Мультфильм рассказывает о мальчике Элио, потерявшем родителей. После трагедии опеку над ним взяла тетя Ольга, майор военно-воздушных сил США. Сам Элио тяжело переживает потерю и чувствует себя одиноким и чужим в человеческом мире. Поэтому мечтает, чтобы его забрали инопланетяне. Отчаянные попытки мальчика связаться с пришельцами все-таки увенчаются успехом. Элио оказывается на космической станции Всезвездного Союза, занимающегося управлением и развитием Вселенной. Чтобы остаться с инопланетянами, Элио нужно разрешить конфликт с воинствующим пришельцем Григоном. В ходе сложной и рискованной миссии юный землянин знакомится с добродушным сыном Григона. И они становятся друзьями. These are the lava tunnels. Lord, and I am not fireproof! Побудь здесь, садись. Громкое возвращение одной из самых влиятельных хоррор-франшиз 21 века, начатой Дэнни Бойлом и Алексом Гарлиндом еще в 2002 году, 28 дней спустя. Съемки на iPhone 15 Pro Max с бюджетом около 75 миллионов придали фильму уникальный визуальный почерк. Это не просто продолжение культовой саги, а дерзкий эксперимент, который переосмысливает жанр, смешивая хорроры с драмой и актуальными темами. В центре повествования 12-летний Спайк, его родители Джейми и Айла, и их рискованное путешествие на материк, где обитают эволюционировавшие зараженные. Появление загадочного доктора добавляет в сюжет интригу, заставляя гадать о его мотивах. Это не просто беготня от монстров, а размышления о семье, выживании и человечности в мире, где надежда тонка, как нить паутины. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. 28 лет спустя. Скоро в кино. Интереснейшие киноновинки, прекрасный анонс. Надо будет обязательно что-то из этого посмотреть. В рамках общественной межрегиональной инициативы проекта «Зов Земли» с санкт-петербургским этно- и арт-фотографом Екатериной Кулаковой был создан фотопроект «Народная краса. Россия. Глубокий образ». Это серия фоторабот коренных народов России, украшенная аутентичными народными пословицами с переводом на русский и английский языки, представленная в виде большой фотовыставки этнокалендаря на 12 образов национальных красавиц, видеороликов с представителями народов и сопровождающего медиаконтента. Съемки проходили в живописнейших регионах нашей страны, а также на территории экопитомников, заповедников, в жилищах и на природных красотах регионов, а также в Ленинградской области, конечно же. В фотоработах отображен особый антураж, передающий культурное наследие, традиции, сказочные предания, легенды, быт и жизнь в разных уголках России. Сегодня, конечно, от самого автора мы из первых уст узнаем об этом проекте. Екатерина, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, как пришла идея создать этнокалендарь? Изначально я познакомилась с таким проектом, как «Зов Земли», который занимается кочевыми народами России и вообще объединяет различные народы, сотрудничает с землячествами, постоянными представительствами. И есть такой центр межконфессионального, межнационального согласия, как раз который организует праздники, национальные мероприятия, устраивает лекции, кинопоказы, в том числе якутские фильмы много показывали. И я, когда с ними познакомилась, я как женский арт-фотограф, этнический фотограф, попросила помочь найти девушку какую-нибудь национальную с костюмом. Алина Бакирова, руководитель, помогла найти бурятку. И я хотела сфотографировать с верблюдом. И у нас это так красиво получилось, что потом захотелось еще и еще. И в итоге вот родилась идея создать целую выставку и этнокалендарь на 12 народов. У нас получилось это реализовать. Что-то я реализовала на свои средства. То есть начало всего проекта было самостоятельно. Ездила в регионы,
То есть сначала мы в Ленинградской области фотографировали, потом начала ездить в регионы, потому что поняла, что там гораздо красивее и полноценнее получаются уже фотографии, потому что видно, как человек взаимодействует со своей природой, в которой он родился и вырос. Это гораздо лучше, чем вот искать кого-то в Ленинградской области. Вот. И в итоге потом мы еще выиграли президентский грант культурных инициатив несколько раз. Вот первый раз мы съездили в Калмыкию, в Хакасию и напечатали выставку. И сейчас вот у нас идет вторая часть проекта уже. Будет новая выставка, новые народы. Снова мы выиграли президентский грант культурных инициатив и смогли благодаря этому приехать в Якутию. Уже вот были на Ямале. Вот. И будет у нас еще несколько. Прямо вот в отдаленные места нашей России, да, получается у вас съездить. А в Якутии конкретно над чем сейчас идет работа? Уже успели что-то отснять? Да, вот мы приехали из Хабаровского края сначала, вот у нас была экспедиция, там фотографировали народы, и потом на поезде уже приехали сюда, были в селе Булгуняхтах, вот, и там нам, если я правильно произнесла. Все вот, правильно. Да. Вот, и там нам помогли организовать съемки на Тукуланах, на леднике, и помогут еще поехать на Ленские столбы для запечатления красивых пейзажей. Вот, и как раз тоже хочу поблагодарить всех, кто нам помог. Глава села Айталина Ивановна, Евдокия Ноева, вот, Анна Сметанина, ее подруга Юя, она вот приютила нас в Якутии. Вот, и благодаря таким людям, которые отзывчивым, гостеприимным людям в Якутии, вот, все очень гостеприимные, вот, и вот, благодаря людям нам удается вот, реализовывать наш проект. Сейчас уже отсняли тоже и якутских девушек, и эвенков, и еще хочется заснять юкагиров. Вот. Сначала мы снимали уже, у нас была в проекте девушка из Якутии, она живет в Санкт-Петербурге, мы снимали уже под Санкт-Петербургом. Такая вот у нас экопитомник, лесная избушка с оленями, тоже такой у нас этнический антураж. Но именно захотелось приехать в Якутию, чтобы уже гораздо более полноценные съемки получились и с местными красотами, достопримечательностями, чтобы было больше отражен антураж, предметы быта. Вот. И вообще, когда я снимаю, вот такая идея, фотографировать не репортаж вот, или просто портреты, а вот хочется сделать такую сказку, особый антураж, именно вот так передать народ, чтобы была видна его вот как будто бы сказочная самобытность такая, чтобы вот через такое яркое, запоминающееся визуальное искусство люди лучше запоминали народы, как они, кто они, как они выглядят, где живут, и нам вот это удается, люди узнают о том, какие народы есть у нас в стране, и просвещаем молодежь тоже. Делали в школах тоже рассказы, лекции. И были в различных там детских центрах, коворкинга, где вот мы показывали тоже им, какие народы у нас проживают. Очень здорово. Какая красота. Мы посмотрели фотографии, да, невероятной красоты фото. И действительно, Спасибо. вот как вы сказали, действительно настоящая сказка передается, она чувствуется. Ну а сами, какие впечатления у вас от Якутии? Вот вы сказали, успели побывать, поработать на леднике, в селе Булгуняхтах, Тукуланы. Насколько конечно, природа отличается от других регионов, в которых вы бывали? Ну, конечно, очень красиво, прям по душе мне вот эти вот просторы и холмы. Леса, кстати, леса очень похожи на леса Ленинградской области. И я прям, когда еще с поезда ехала, наблюдала, прям как дома, вот тоже вот сосны, вот эти ели, такая вот это хвойный лес без подлеска, ну так местами бы его почти не было. Это как в Ленинградской области. Вот. На Тукулане, конечно, тоже очень приятное впечатление. То есть, когда поднялись наверх, очень красиво вот это вот сочетание и пески, и широкая красивая лена. Это прям впечатляет. Не было ли каких-то необычных случаев, сложностей, каких-то, может быть, происшествий во время, казусов, возможно, во время съемок. Работы, во время съемок? Ну, пока еще... Все вот так, как надо. Все как гладко. Во время поездки в Якутию пока все хорошо, идет своим чередом. Вот,
помогают добраться. Ну, то есть как бы бывает там что-то, кто-нибудь опоздает, например, на переправу, да, то есть очень долго ждали, потому что, ну, долго ждали моделей, потому что вот мы там успели проскочить, они не успели, да, и пришлось следующее очень долго ждать. Вот, такие вот транспортные могут быть сложности. Ну, вот, в других регионах тоже там были, допустим, когда нужно подняться куда-то в горы, вот, и начинается дождь, там, или куда-то вдруг нельзя добраться, но это тоже все решается. Вот, иногда я прошу силы природы, чтобы помогли. Вот в Хакасии тоже, чтобы не пошел дождь. Я походила по такому круглому лабиринту, был вот на тропе предков, когда мы ходили в горы. Вот, попросила духов, чтобы попридержали немного дождь, чтобы у нас появилась возможность поснимать. И представляете, да, это сработало, У нас, да. кстати, есть такая традиция якутская, класть оладьи на землю. Тоже попробуйте. Да, я обязательно тоже стараюсь брать во все места что-нибудь съестное, чтобы оставлять. Катерина, вам огромное спасибо за такой замечательный, красивейший проект. Мы желаем вам только успехов творческих, ну и ждем новых проектов. Благодарю вас. Спасибо большое. С добрым утром вас. Всех с добрым утром. Хорошего дня. Да, такое просвещение среди молодежи Это даже да, есть, да, это про очень культуру и здорово. народы нашей необъятной страны. Ну и на этой прекрасной ноте мы с вами, уважаемые телезрители, прощаемся. Увидимся завтра в это же время. Как обычно, хотим пожелать вам прекрасного дня, прекрасного окончания недели, который начнется с завтрашней пятницы. Всем хорошего настроения. Увидимся завтра.